Янузбек Евкуров вместе с заместителем генпрокурора России Иваном Сидоруком и заместителем полпреда президента России в СКФО Максимом Владимировым представил коллективу прокуратуры нового руководителя высшего надзорного органа Ингушетии. Им стал Андрей Васильченко. Он работает в органах прокуратуры с 1996 года. В Ингушетии на должности первого заместителя прокурора с 2015 года. Говоря о деятельности надзорного органа, Иван Сидорук отметил, что прокуратурой проделана большая работа по укреплению законности и правопорядка в республике. Но между тем есть определенные проблемы и недостатки. Ключевыми факторами в их решении являются профессионализм и грамотность сотрудников. Работал на различных должностях и прокурора района, и прокурора города. Работал, исполняя первым заместителем прокурора Республики Ингушетия. В последнее время исполнял обязанности прокурора Республики Ингушетия. За период работы показал себя профессиональным, грамотным, принципиальным работником. Андрей Владимирович неоднократно поощрялся генеральным прокурором. И я думаю, что это принято правильное решение о том, чтобы назначить Андрея Владимировича прокурором республики. Для нас известный человек, он лучше. И когда высокий профессионал своего дела, человек, знающий свою работу, который может те традиции, которые были в прокуратуре, нарастить еще добрыми, хорошими начинаниями, конечно, для руководителя региона, для региона это полезно и хорошо. Мы и раньше тесное взаимодействие органов власти в плане и надзора, и проверки, и контроля, в том числе за коррупциогенными направлениями. Они были, еще будучи Андреем Владимировичем первым заместителем. А исполняющий обязанности прокурора, конечно, здесь вообще никаких вопросов не было, сбоев у нас не было. Уверен, что и дальше так пойдет. Я от души поздравляю Андрея Владимировича с этим высоким назначением, доверием президента страны и генеральным прокурором. С нашей стороны, естественно, всякая поддержка и помощь будет. Но уверен, что и с вашей стороны, так же, как мы работали, будем этот потенциал наращивать.